Откуда у нас родом? С Буздякского района. Девочки, ну как впечатление? Это, видимо, неожиданно. Смотрите, какой большой туалет. Ты куда пошла, Регина? Турендек. Вон еще везде. Я сюда подошла, и оттуда заяц сиганул. Вон он стоит. Он тут местный. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других голодненька. Кайф. Вот где кайф. Лежишь и смотришь в небо. О, класс. Полевых цветов Это видел? веночек в утренний рассвет цветов. Соловья Да, мы тут запев, уже снимаем. листочек Мы, сок короче, еще не доехали. Да. послушать Здесь вот Балтика. тропинку простой. Лежим на небо клюем. И про него, и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Синхронно, молодцы. Зайчики, кролики. Поймать надо. А мы вот этого видели там под столом. Дядя Саша, Вот а это там вот. они, там уже выросли или там сидят еще? Они уже... Он думает, к тебе или ко мне, к тебе или ко мне. Идем ко мне. Я вам... Побежал я от вас. Регин, не шагай тут своими лосинами. И чем питается? Огурцами только что ли? Нет. На сегодня. Сено. Да. На сегодня мне нравится 23 штуки на сегодня. Остальных уже пустили на варежки. Артур, пока вас не было. Тот заселенький, сейчас его попробую подкормить. Ух ты, господи! Сразу 4 взяла себе на мушку. Я их так не влюбила, но они были такие теплые, пушистые. Смотри, он прям сидит. Тебе надо реально. беленького. Что-то как-то он, что-то, подождите, он какает или что у него на глазах? Как-то смотри, какие глаза напуганные. Ну нет, это, они же вот так вот подходят их. Если бы каждый день на руки брали, а на руки же не берут. Какой хорошенький. Голубые глаза. Ты же знаешь, что с тобой ничего не будет. Что только селфи будет с тобой. Вот дай мне тоже этого Да? селфи. На, Скажи, если тебе бы я знала даю. такое На. слово. Держи, сначала за ножки держи. За ножки вот так держать надо. Ой, смотри, какой. У меня тоже теперь будет селфи. С черненьким. У тебя или... Я думаю, селфи будет у кролика. Господи, он так выпрыгивает. Мы идем на индейскую территорию. Под предводительством главного индейца. Здесь у нас выращиваются культуры, которые подарили миру индейцы. Это тыква, картофель, томат, табак, фасоль, кукуруза и подсолнечник. Вот это табак? Это я всю жизнь думала, что это цветочки как мыльные называлось. Серьезно табак? Он как делается? Из этих листьев, что ли? Собирают листья, эти листья ферментируют и потом сушат. То есть тут можно еще производство сигары. Самая главная причина, этот музей я создал в честь своего деда. Он женился на местной башкирке, Баймакской, остался здесь жить, а второй, он, когда миссия закончилась, они уехали. Это что? Тотемные столбы строили индейцы Тихоокеанского побережья Северной Америки. Не все индейцы строили, а вот именно Тихоокеанского побережья. Это племена Хайда, Ктинкита, Квакиутель. И они верили, что это их предки, таким образом они их изображали, и они должны были защищать их от различных несчастий. А индейцы это язычники? Ну, в настоящее время многие из них уже христиане, да. А традиционное верование у них тотемизм. Так, это столб мужества. Естественно, все мальчишки с детства мечтали, как бы, ну, и готовили себя морально пройти этот обряд инициации. В чем он заключался? Это вигвам. А мы думали, что вот это вигвам. Нет, это типи. Вигвамы строили лесные индейцы. Они делали их или из коры, или из досок. И он как бы не был разборный. А типи он был разборный. И прерийные индейцы строили. Они кочевали вслед за бизонами. Для кочевников. Да, больше. и Так, друзья, заходим в типи. Так здесь как уютно. Это на этом сидели, спали или как это было? Милости прошу к моему шалашу. мы на индейской территории.
Понятно, что на землю они стелили шкуры, разжигали очаг. Это пиктографическое письмо индейцев. Индейцы Бытует мнение, что они не знали письменности. То есть рисунковое письмо, письмо из рисунков. Вот это на самом деле не придуманное нами, а полностью срисованная летопись какого-то года индейцев племени Сиу. Что здесь нарисовано, написано, я уже вам сказать не могу, но что-то здесь такое вот интересное. Сейчас мы разгадаем. Скажи, чтобы лошадей подготовили, хорошо? Знаешь сколько? 7, 8. Вы находитесь в единственном музее, посвященном индейцам в Северной Америке на территории СНГ. Они себя называли так вот, что означает союзники. Сил их называли враги. Света, зачем резиновый мяч индейцам? Посвященным Он сделан из сока дерева гивея, натурального Ну, каучука. понятно, это луки, Натуральный каучука. стрелы, А знаешь, как его делали? толчан. Курили табак местный и додумались, что нужен им мяч. Да, что это мяч, да, что имеет круглую форму. Да, да, да. А я все думаю, как они вообще до этого додумались? Как ты думаешь, откуда появились? Солнцезащитные очки, прикинь, да? Есть в Северной Америке, за исключением небольшого количества Капец. индейцев кремния. Деревянные солнцезащитные очки. Баскетбол был придуман впервые индейцами. Инками. А хоккей был придуман североамериканскими индейцами. Принято считать, что хоккей придумали канадцы, да? Но канадцы его переняли у индейцев. Правда, индейцы играли травяной хоккей, то есть, ну, на земле. Бывало, что несколько племен собирались в одном месте, и они забывали обо всем и играли там несколько дней подряд до умопомрачения. Почему конец света ждали в 2012 году, помните, да? Почему? Потому что именно в этом году заканчивался календарь майя. Это более точный календарь, даже тот, который мы сейчас пользуемся, григорианский календарь. Это самый точный календарь в мире. А в чем его точность? закончилось у нас или что-то? Но у нас вот в связи с високосными годами и так далее, да, мы каждый год теряем несколько секунд. И вы, если помните, по новому стилю, вот мы говорим, да, мы живем. Если бы мы жили по майянскому календарю, такого смещения бы не было. По И насколько майянскому. там на соточку, надеюсь, да, у нас сместилось? То есть еще 100 лет мы не будем умирать? Нет, больше. 100 лет. А, видите, все, живем дальше, мои дорогие. Вот. Ты зачем сняла это? Шприц. А как Вы знаете, называется на голове эта штука? скальпель? Нет, вот то, что она сейчас надевала. Сейчас я буду превращаться в индейскую женщину. Как Была скво? даже версия, что Скво. совсем Я как буду я сейчас изготовляю скво, и на колено. голову надеваю роуч. Но самой правдоподобной версией считалась версия, что индейцы переселились в Америку в средние века Потом я беру из вот тот Азии инструмент через береговые провинции. и скажу И на ку. самом деле примерно Вот этот инструмент. Врагу только вот тогда с тронусь. другого, Это значит, что для в него принципе, это великая было правдоподобно. А честь. 10 тысяч лет назад что здесь я его не вообще была убила. суша, был ледниковый период, уровень воды А упал это, на 40 смотрите, метров скальп. примерно. Это Здесь кусок, была суша. снятый А этой суши они вместе с прошли. волосами кожи, Да. головы поврежденного или мертвого врага. Ледника. В хижинах Это наука, которая развешивали на, эти скальпы, уровне ДНК, что являлось проверяет, свидетельством ну, отваги и ценной военной всех 12 добычи. разных. На языке индейцев алгонкинских языков женщина будет скво. И вообще, да, сейчас у американцев очень развито, почти все американцы, ну, коренные знают, что такое скво. Скво — это означает женщина. А что у нее на голове? На голове это индейский роуч, означает доблесть. Да, Голову не надо мыть зато. обладатель этого роуча, он, значит, имел много побед. Каждый перо что-то означает, какой-то подвиг. Ну вот увидев, встретив вот такую женщину в таком одеянии, что можно сказать? Она замужем. Индийские женщины не носили роучи. Чтобы Роучи подумал. носили только воины. Но Были не женщины, как мы. в истории, да, действительно, в истории, североамериканской истории есть несколько легендарных женщин, которые свое имя вписали как герои своего времени. Друзья, я нахожусь в музее индейцев. Идея принадлежит Артуру Идельбаеву. Когда он был маленький, в детстве дал себе слово, что создаст музей в честь своих предков. И вот он это реализовал. Какие тебя эмоции переполняют от того, что ты сделал? Реализовал задуманное. Да, я очень радуюсь, когда приезжают к нам гости. Я имею возможность им рассказывать про своего деда и про культуру индейцев. В 1929 году группа американских рабочих приехала помогать молодой советской власти строить город Магнитогорск.
Вот, среди них было 200 рабочих и инженеров, и среди них было 2 индейца. Один с племени Магаук, другой с племени Аглала-Сил. Вот тот, который из Аглала-Сил, был моим дедом. Вот, женился на местной башкирке и остался здесь. У него было 4 детей, и сейчас вот 11 внуков. Один из них я. Вот так-то. Что, сестренки? Перьями не машем. Это у тебя устрашает. У меня солнышко, видишь, закрыто. Ты вообще как белый кролик. Вот такой. Целый. Ты посуду помыл? Светлана Петровна, какой у нас прогноз на следующий год по урожаю? Урожай? Так, ну что, враг не пройдет. Мимсин Яратам! Мин хап хары. Химниндей кім болаң? Яратам! Кап-кызыл! Что Нет, кап-кызыл. Кап-кызыл! Красная. Красный. Хара кап-кызыл. Хин кім болаң? Статус-кво. Мы зацепились, породнились.